Долина Сагердашт делится на две части, которые отличаются друг от друга климатом. Первая нижняя часть до ущелья Дудараги, а вторая за ущельем. Чтобы попасть в Сагердашт, путешествие нужно начинать с сел Дашти-Шер, Калай-Хусейн, Инкух, Хуштарок, Пастерок, Лангаро, Сафед-Дорон, и далее путь ведет к местечку Поднебесья. Мало мест осталось на Земле, где плоды и изменения в развитии человеческой цивилизации кардинальным образом не повлияли на экологию регионов. Но тем не менее, есть такие места, где человек живет и занимается хозяйством по старинке. Одно из таких замечательных мест находится в Азии. Сагердашт по-разному называют его люди. Одни краем у самого неба, другие страной пахучего багульника, что как пламя пожаров аллеет по склонам гор. Третий краем звонких и прозрачных рек или азиатской Швейцарии. Эта земля, по мнению местных жителей, является сердцем Азии. Буйство высокогорных лугов и молчаливая строгость камня – все указывает на то, что этот клочок земли таежный и охотничий, где трудно передвигаться, но легко дышать. Многие люди, побывав в Сагердашт, влюбляются в этот удивительный край. Водопады в любой стране всегда элемент национального богатства и гордости. Чистейшие воды ручейков и рек, текущие с высоких гор водопады, притягивают и завораживают своей свежестью, красотой и влагой, исходящих от водяных брызг. В стремительных горных реках вы не обнаружите стекол от разбитых бутылок, жестяных банок и других грязных проявлений цивилизации. Экзотические места, где редко ступала нога человека, совсем рядом. Хватит сидеть и мечтать, пора действовать. Спешите посетить уникальные пещеры. Не доезжая до поселка Сагердашт и на пути у села Сайдуна, нужно обязательно посетить пещеру Чингисхан. Это одно из исторических мест земли Сагердашт. Не каждому удается набраться храбрости и посетить пещеру. Ведь в некоторых местах приходится ползти, чтобы попасть в древнюю эпоху развития человеческой особи в этом крае. Вы увидите узкий коридор шириной в 1,5 метра и высотой около 2 метров. Говорят, что длина этого подземного бункера составляет более 100 метров. У меня смелости хватило пройти только около 10 метров. У подземного родника я продолжил свой путь, но в обратном направлении. Наш оператор Саид Икром вообще отказался войти в пещеру. Внутри нее чувствуешь дух той исторической эпохи, как люди когда-то здесь трудились и добывали золото, а иногда прятались во время набегов чужеземцев. Чтобы добраться до пещеры, нужно подняться вверх метров на 200-300 от автомобильной дороги. Пещера далеко не единственное место в Сагердашт. Дальше, в южной части окрестного пространства, вы заметите каменные насыпи, которые оставили в древние времена люди, добывавшие золото. Местное население называют их крушинами. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко. Из крушин открывается отличный вид на горы Аджинатипа. Мне жестоко
Поселок Сагердашт является центром сельского совета этой местности. Само слово «Сагердашт» имеет несколько версий, но мы раскроем одну из них – это малая земля. По всей территории исключительно низкая плотность населения. В Сагердашт живет около 6 тысяч человек. В ней обитают и растут сотни видов животных и растений. Есть виды редкие и находящиеся под угрозой исчезновения. Это такие, как красный сурок, сибирские козероги и ирбисы. 4 пояса растительности – пояс Шибляка, Арчевый пояс, субальпийский и альпийский. Сагердашт – местность гор, где удивительным образом сочетаются сплетения хребтов, заоблачных вершин, глубокие ущелья и каньоны. Сагердашт – это заповедный мир первозданной природы и в нашей солнечной республике Таджикистан. В полной гармонии с окружающей природой живет здесь уже несколько столетий человек, потребляя все то, что дают ему для проживания природа. Пасет домашний скот, охотится на диких животных, выращивает огородные растения и собирает дары природы. Кое-что население оставляет себе, а что-то продает или меняет на нужные товары. В поселке работают школы, где дети с радостью учатся и занимаются спортом. Работают больницы и другие госучреждения. Торговые точки открыты почти до полуночи. А для смелых дам работает швейный цех Ахтари Мехр, который обеспечивает более 50 сельских женщин постоянной работой. Они выпускают школьную детскую форму, военную форму. Небольшой цех по производству атласа выпускает шелк. Жизнь здесь течет гармонично. Далеко запрятала природа это чудо от глаз человеческих. Лечебные родники Чашма-и-Талхак, горький родник. Чашма-и-Нукра, серебристый родник, хорошее лекарство от глистов, болезней почек, кожных заболеваний и желудка. Село Сайдон находится в нескольких километрах от перевала Хобру-Бода. В июне здесь цветут альпийские луга. Это место, расположенное в километре от Сагердашт, отлично подходит для дневного отдыха или маевки. Около села Сайдон есть невысокие горы. С гор открывается панорамный вид почти на всю вторую половину Сагердашт, такие как Кулумбай-Боло, Кулумбай-Пойон, Чухкок, Камчак, Лухч. В селе Кулумбай-Боло можно посетить мавзолей Хаджа Исап-Спуш, выпить из родника чашечку святой воды. В селении Сагердашт много святых мест, таких как мавзолей Джурат Ато Хаджа Валии, святой Хушмерган в селе Сафедоран. От сильного селевого потока временно закрывают путь к Сафедорон. От исторической крепости в Сагердашт не осталось ничего, кроме 2 холмов в южной окрестности поселка. По легенде, 2 холма были крепостью Калай-Боло и Калай-Пойон.
Рожденные на этой земле люди, как Домуло Тахир, шейх Одина и Домуло Ахмад, являлись улемами и в начале 20-го столетия преподавали науки, соответствующие тому периоду исторического времени. Местечко Сари-Об является отличным местом для отдыха и туризма. Здесь работает золотодобывающая компания. И находится хорошее пастбище, удобное для животноводства. Пока наша группа путешествовала по окрестностям и вела беседы с местным населением, кузнецу покорился жесткий металл. Пчеловод Алам успел осмотреть свою пасеку. Старый мельник крутит жернова мельницы, как будто колесо времени на этой поднебесной земле. Вообще Сагердашт – это какой-то совершенно необычный мир. Можно сказать, отдельная страна, которая затерялась в горно-таежных глубинах западного Памира. Здесь нет каких-либо четких границ, делящих огромную территорию, которая административно относится к Дарвазскому району Горно-Бадахшанской автономной области. Около недели мы путешествовали на машине по окрестностям Сагердашт и замерзшим притоком Сари-Об, то находится в нескольких километрах движения вверх против ее течения. На одной из речушек я увидел замерзший водопад. Издалека он не производил впечатления, но у его подножия, слыша звук падающей воды внутри купола, испытываешь необыкновенное чувство. Там судьба земли соединена с судьбами мужественных людей. У них есть свои тропы в горах и любимые семьи в селениях. Они не забыли древние обычаи, в числе которых взаимопомощь. В этом есть своя вечная мудрость. Вот все наши наблюдения и путешествия в сказочную горную страну остались позади. Но я обязательно вернусь в эту самобытную и прекрасную по своей природе землю. Ведь где я еще смогу покормить красного сурка с ладошки? Где забуду о городской суете? Где вновь смогу увидеть бесконечное, бескрайнее звездное небо? Только здесь, в Сагердашт. Я сердце оставил в Сагердаштских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам.